в виртуальном формате открываем эту замечательную выставку, которая продлится, к счастью, не одну неделю. У многих будет возможность ее посетить и внимательнее ознакомиться с живыми свидетельствами происходящего сейчас ингушского дела, неправомерных судебных процессов, которые происходят в Ессентуках и в Кисловодске. Все мы знаем историю этого позорного дела, которое началось 27 марта 2019 года. Через месяц будет уже 2 года с тех пор, как на площадь Магаса вышли люди, вышли с мирным протестом, с протестом достоинства против соглашения о демаркации границ между Чечней и Ингушетией. Все, что они требовали, это прямых выборов в Ингушетию, отмены соглашения и возвращения их конституционных прав. Протест был подавлен, против 48 человек были возбуждены политически мотивированные уголовные дела. С 24 ноября прошлого года длится процесс против 8 активных членов протеста. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. У нас здесь с вами находятся многие правозащитники, люди, которые не просто неравнодушны к тому, что творится в Ингушетии, и к удушению национального самосознания, и к уничтожению общественных течений, и к пыткам, но и люди, которые активно борются и защищают права узников совести. Я прошу сюда выйти Олега Орлова, руководителя программы «Горячие точки», члена Совета организации «Мемориал». Спасибо большое за возможность выступить здесь. Для меня это большая честь. Но для начала давайте вспомним, с чего начался этот политический процесс, что он из себя представляет, почему и как развернулись политические репрессии в Ингушетии. Для этого обратимся к 2018 году. 2018 год. Неожиданно жители республики узнали, что часть их территории по соглашению с соседом, с Чеченской республики, переходит в соседнюю республику. До этого эта территория считалась территорией республики Ингушетия. Все это произошло без референдума, без каких-либо обсуждений в обществе. Вот так неожиданно республиканская власть поставила народ перед фактом. Но, естественно, это взорвало ситуацию в Ингушетии. Население негодовало. Начались митинги, которые проводила, организовывала оппозиция. И вот тут та оппозиция, ингушская оппозиция, которая до этого была немногочисленно, но смотрите, на митинги, в лучшем случае выходили до этого митинги оппозиции, несколько сотен человек, которая была достаточно разрознена, обрела силу, голос, она сумела объединиться сама и включить в себя новых и новых людей, самых разных людей, и она стала говорить действительно от имени ингушского народа. Смотрите, на митинге, который в центре столицы Ингушетии, в городе Магас, проводила оппозиция, приходили десятки тысяч человек, 40, 50 тысяч, больше даже. Представьте себе, для небольшой республики, где население составляет 500 тысяч человек, 50 тысяч человек, собравшихся на центральной площади, это получается каждый 10-й житель пришел на митинг. А если учесть, что митинги беспрерывно продолжались на протяжении 2 недель, повторяю, точно беспрерывно, и ночью не уходили люди с площади, то через эти митинги прошло, конечно, значительно больше людей. Некоторые говорят даже до половины населения республики. И что важно подчеркнуть, на протяжении этих 2 недель лидеры оппозиции проявили такую мудрость, осторожность
и четкость в организации, что не было ни одного случая, который можно было бы назвать созданием опасности для кого-то, да, нарушением общественной безопасности. Все было четко, мирно, слаженно, и даже мусор убирали. Никаких помех ни там, прохожим, ни действию, не знаю, там, различных учреждений не было. И в целом общество Ингушетии проявляло большую мудрость. Я не могу тут не сказать и про республиканские власти Ингушетии, которые проявляли разумную осторожность, и за эти 2 недели не было даже никакой попытки разгона. Понятно, что это не могло вызвать настороженность и даже, наверное, негодование у федеральных органов власти. Во всей путинской России в этот период, как и сейчас, любые попытки оппозиционных митингов стремятся подавить, запретить, сделать невозможным мирный протест. И тут, нате вам, эта небольшая республика показывает такой пример всей России. Именно пример России был показан ингушским обществом. Это не могло не вызвать настороженности и желания пресечь это со стороны федеральных властей. Да, оппозиции тогда не удалось добиться того, что она хотела. Соглашение было в результате давления федеральных властей продавлено, оно было заключено, глава республики Евкуров оставался у власти. Но оппозиция обрела силу, голос, создавала новые структуры, укоренялась все больше и больше в обществе. Ну а дальше последовала провокация, которую можно было ожидать. Весна 2019 года вбрасывается в общество информация о том, что теперь закон о референдуме будет изменен, а теперь можно и статус республики менять, хоть до соединения с соседней республикой, и территорию любую отдавать без референдума. Ну как? Естественно, это вызвало новый всплеск негодования. Потом эта провокация была как бы дезавуирована властями, да-да, но это была техническая ошибка, было сказано. Господин Евкуров отозвал закон, но митинг уже был объявлен. На митинг опять пришла масса людей. Митинг проходил абсолютно спокойно и без эксцессов. Он был объявлен так же, как и осенью прошлого года, бессрочным. И тут последовала вторая этап провокации. В Ингушетии накануне были введены войска республиканской гвардии из соседних регионов. Именно эти молодые люди, не знающие ни менталитет, ни обычаев, ни традиций ингушского народа, были брошены на толпу для того, чтобы разогнать силой дубинками, с применением силы. А в толпе были уважаемые пожилые люди. Понятно, что их ингушская молодежь не могла не защищать. Естественно, последовало сопротивление и столкновение. И опять хочу сказать о той мудрости, которую проявила ингушская оппозиция в лице своих лидеров, в том числе части из этих 8, о которых мы говорим, фигурантов политического процесса нынешнего. Именно Петрович, извините, одна минута еще. Да, именно благодаря мудрости этих лидеров удалось остановить эскалацию насилия. Именно благодаря им ингушская оппозиция, те, кто протестовал, спокойно, организованно и мирно покинули площадь. Ну а дальше последовало то, что последовало. Массовые репрессии, аресты рядовых участников протеста, аресты лидеров. И вот сейчас мы являемся свидетелями этого большого политического процесса, направленного на то, чтобы обезглавить ингушскую оппозицию. И последнее, что я хочу сказать. На протяжении, ведь ингушское дело это не только вот этот процесс над
лидеров ингушской оппозиции. До этого на протяжении почти 1,5 лет шли процессы над рядовыми участниками протеста. Они все были осуждены, но заметим, с маниакальностью Следственный комитет пытался всячески протащить, вначале Следственный комитет, потом прокуратура пытался всячески протащить мотив политической вражды, развившейся под влиянием лидеров ингушской оппозиции. В обвинительных заключениях каждого рядового протестанта было чуть ли не в каждом абзаце. Под влиянием лидеров оппозиции по мотивам политической вражды и дальше те деяния, те сопротивления органов власти. Так вот, я должен сказать, ни один фактически из тех, кого уже осудили, не признавал этого. Ни один не согласился с такой трактовкой. Несмотря на это, понятно, в их приговорах все это есть. Собственно говоря, все, что я хотел сказать, еще раз хочу обратить внимание, одни из самых массовых репрессий в России нынешней и один из наиболее важных и серьезных политических процессов, который сейчас идет над лидерами ингушской оппозиции. Спасибо. После такого жаркого аналитического вступления самое время дать слово Калою Ахилькову, адвокату, который расскажет о ходе судебного процесса над лидерами оппозиции. Добрый день всем. Я думаю, что из новостей и из того, что публикуется в социальных сетях, вы наверняка знаете, что сейчас продолжается уже, если не ошибаюсь, 5-й месяц процесс над нашими фактически героями, которым мы сегодня так считаем, по крайней мере. И я не буду вдаваться в глубину, в процессуальные тонкости и нарушения, которые допущены в ходе следствия, в ходе расследования данного дела. Я могу сказать лишь, что мы уже изучили почти все материалы дела. То есть из 119 томов мы почти 100 уже изучили, и ни в одном из этих томов нет ни одного доказательства, которое бы говорило о том, что может подтвердить версию следствия. Все это потому, что действительно все это обвинение, оно сконструировано, оно придумано, оно не имеет под собой юридической основы. Потому что когда мы говорим об организации применения насилия, чтобы вы понимали, то есть не просто применение, а организация применения насилия, это говорит о том, что подсудимые, наши политзаключенные нынешние, они изначально должны были задумать этот митинг для того, чтобы организовать столкновение с полицией. Чего, естественно, не было и на предыдущем митинге, который стоял гораздо больше, чем митинг в мартовске 2019 года. И понятна абсурдность всей этой истории. Все политически мотивированные дела, так или иначе, они содержат в себе абсурдные обвинения. Ровно такая же история обстоит и с организацией экстремистского сообщества и участием в нем. Чтобы вы понимали, организация экстремистского сообщества заключалась в том, что, к примеру, Барак Чамурзиев изначально создавал опору России с целью прикрыть свою экстремистскую деятельность. Или Малсак Кужахов тоже создавал Совет Тейпов с целью, чтобы прикрыть свою экстремистскую деятельность. То есть такая логика обвинений сегодня. Естественно, что все это политически заряжено, я бы не просто сказал мотивировано, но заряжено политически. И разрядить это может только, естественно, наше с вами внимание, общественное наблюдение за этим делом и, естественно, общественный резонанс. В нашей стране по таким делам не принимают решений, если нет общественного давления. Решение, я имею в виду, которое бы устроило бы подсудимый. Поэтому, безусловно, важно сегодняшнее проведение этого мероприятия. Любой информационный повод – это еще один некий плюс для этого дела. Чем больше людей будут обращать внимание на этот процесс, тем, возможно, больше
будет шансов того, что, может быть, по приговору суда или, может быть, раньше политзаключенные будут освобождены. Я хочу сказать большое спасибо организаторам и вам большое спасибо и Хаю Хазбиевой за то, что просто не покладая рук работает параллельно с адвокатами, которые работают в деле, не покладая рук работает в организации подобного рода мероприятий. Большое вам спасибо всем, кто пришел, огромное спасибо для нас, для тех, кто участвует в этом процессе как адвокаты, как защитники. Для нас это очень важно, и от нас вам отдельная благодарность. Спасибо большое. Ахмед Парахоев, в прошлом успешный бизнесмен, сейчас политзаключенный. Сейчас просмотрим небольшой фильм, ему посвященный. Бездать свои матчи, свои политические требования, хамдат свои. Вот наши требования. Сушинцани ухудваллаха ушат. Сован маряр хамдат, что кегина дышодвади ищат. Уж да хатлат, ба кегина да нандол нахбуш. Да уят свои тиядагы. Да мактадат свои. Федериша. Хаквара вай тиядагы тишат. Я, как сейчас помню, он родился 19 апреля 1954 года. Это было к вечеру. Для нас и для всех живущих и знающих моих родителей, не только для семьи, это было очень большое событие. Отца посадили нашего, он отсидел 8 лет. Судили его, что он был мулла. После того, как его осудили, он отсидел, приехал. Это происходило в Казахстане, в городе Щучинске. И родился у нас мальчик Ахмед. Он как-то быстро, казалось нам, что быстро он вырос. Учился хорошо, окончил 10 классов. Даже до окончания 10 классов он на каком-то заводе, я сейчас не помню, память нехорошая, работал на заводе, на очень тяжелой работе. Он нам не говорил, он в Грозный ездил. Видели мы его в неделю раз. Мама у нас болела постоянно. Я, правда, работала, эти были все младшие. Я осталась круглой сиротой, когда мне было 7 лет. Родителей у нас не стало. Ахмед у нас был стержнем в семье, отцом нашим. У меня никогда не было чувства сиротства. Он оберегал нас. Ему было самому-то 17-18 лет. Он всегда работал. Став взрослой женщиной, матерью, да, многодетной матерью, я только сейчас начала понимать, скольким он жертвовал. Он всем жертвовал. Он не по годам стал родителем для нас, еще не имея свою семью. Он пошел на заочное обучение, но я тогда не понимала это я сейчас анализирую и могу сказать. Он всегда старался, чтобы мы учились, чтобы помогал нам. Он не только воспитатель, отец и брат, он еще друг. С ним можно было поделиться. Он особо относится к мнению женщин. Он всегда уважает женщину. Ему всегда приятно было, когда мы красиво одеты, когда мы смеемся, когда у нас... Он прям душой болел. Но сегодня то, что случилось с Ахмедом, это уму непостижимо. Нормальный человек... Мне кажется, любящий свою родину, каждый бы так поступил, как он. Очень нам тяжело.
Мне даже слов нет, понимаете? Столько накипело в этой жизни, столько горя. И вот под конец еще большее горе. К осени 2018 года ингушское общество находилось в состоянии раскола. И Ахмед Барахоев явился одним из тех, кто приложил максимальные усилия к преодолению этого раскола. Он сумел стать связующим звеном между людьми разных взглядов, между людьми разных возрастов. Он, являясь обладателем знаний в религии, обладателем знаний наших ингушских традиций, Ахмед Барахоев является сыном политзаключенного, который был арестован, стал жертвой сталинских репрессий. Сейчас же жертвой политических репрессий стал уже и сын. То, что сейчас происходит, не только я, и, мне кажется, большая часть Ингушетии уверена, что это политический заказ. Потому что я была на всех судах его, и как это все происходит, как они реагируют на все просьбы, на его здоровье, ведь у него же, он же уже человек в возрасте, больной. Ну, что бы мы там ни сказали, ни говорили, это ничего не решает. Нас никто не слышит. Прав нет никаких. Аргументы обвинения не выдерживают, тут нет спора о фактах, да? Есть спор о квалификации. Факты таковы, что люди совершенно правомерно вели общественную деятельность, выражали интересы соотечественников, призывали их к правомерным действиям, не являющимся преступными, выдвигали требования, высказывали критику власти, призывали на публичные мероприятия. Мирные публичные мероприятия – это право граждан призывать к ним не преступления. И именно это вменяется им в вину. Например, в связи с обвинением в организации экстремистского сообщества и участии в нем. А что касается организации насилия, хотя организацию насилия в отношении полицейских, которое само по себе случилось исключительно в связи с тем, что полицейские напали, представить себе довольно сложно даже в теории, да, как можно организовать то, что случилось по воле другого. Да? То есть это же не они приказали напасть на мирный митинг. Но даже если абстрагироваться от абсурдности самого этого обвинения, те конкретные основания, которые приводят органы следствия, что они находились там и фактически их обвиняют в том, что они людей не смогли увезти. Да? Хотя фактически задокументировано, в том числе показаниями представителей администрации, многочисленными видеозаписями, что все они призывали к ненасильственному участию в митинге. Они призывали не вступать в столкновение с полицией. Более того, призывали людей уйти, и в конце концов это удалось сделать. Но сам факт того, что они обладали влиянием каким-то, что люди к ним прислушивались, оказывается фундаментом для обвинения их в том, что они это организовали. И это совершенно неправомерная конструкция, она противоречит и российскому закону, и базовым принципам права. В материалах, которые мы обосновываем признание политзаключенными, это расписано подробно, со ссылками на цитаты из этих дел. Но суть вот именно такова, и это абсолютно неправомерно. Летом у меня были внуки, они сюда на лето приехали. Они, конечно, очень страдают. Почему, говорит, так? Они удивляются. Детям это сложно объяснить, почему это так происходит.
Когда он узнал, что параллельно с ним арестованы еще много молодежи, он так был расстроен, вот не было предела его горю. Не было у нас ни разу ни свидания не было, телефонного звонка не было. Единственное, это расстояние небольшое, а письма идут месяцами. Без конца идут эти аресты. Вижу, как люди переживают, бесконечно проводят всевозможные пикеты, борются. Идет вот этот процесс. Много было людей, которые действительно будущее нашей республики было не безразлично. И они вышли на мирный протест. Вот я хочу подчеркнуть именно на мирный протест. Ахмед Барахой стоял в авангарде этого движения. Если оглянуться назад в историю, да, мы очень много пережили, да, и вот благодаря вот именно таким людям, несгибаемость вот духа, мне кажется, вот мы выжили, мы состоялись как нация, да, мы не потеряли свою идентичность. Я считаю его лидером, я считаю его сильным человеком. Ахмед Барахов никогда не призывал ни к насилию, ни к экстремизму. Наоборот, он всю молодежь останавливал. Говорил, что дракой и неправдой мы ничего не добьемся. Мы должны говорить правду и стоять за нее до конца. Народ всегда будет помнить его, вне зависимости от того, как будут развиваться события. Будет ли он осужден, либо будет ли он оправдан. Люди, ставшие на защиту своего народа, всегда были для народа героями. История будет помнить этих людей, так же, как имена предателей. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие коллеги, все, кого сегодня собрала эта выставка, все, кому не безразлична судьба России, судьба каждого отдельного народа здесь. Я сегодня, разместив ссылку в Фейсбуке на эту выставку, и я всем постаралась объяснить, что это про всех, про нас, не только про сегодняшнюю большую беду ингушского народа. Выставка называется «Протест достоинства». И вот это слово «достоинство», оно меня очень сильно привлекло к тому, чтобы помогать организаторам выставки и к тому, чтобы принять участие. Но я хочу особо подчеркнуть, что выставка достоинства, выставка протеста достоинства для меня это очень не безразличные слова. Нас всех десятилетиями приучали к тому, чтобы у нас не было достоинства. И сегодня народ, который это достоинство решил отстоять, это мой народ, вне зависимости от того, какому народу я принадлежу изначально. Это мой народ, это близкий мне народ. Вообще с войнахскими народами, с их обычаями, жизнью мне довелось познакомиться в начале 2000-х годов, когда с 2002 года, 2003 года мы регулярно ездили в Ингушетию по вопросам использования международных механизмов для защиты прав человека. И я тогда имела шанс познакомиться и с чеченским, и с ингушским народом. И эти оба народа я очень люблю. Люблю, они мне очень близки, и их судьба мне очень не безразлична. И тот факт, что я наблюдала, как ингуши приняли чеченцев, которые остались без крова, без защиты, без надежды, это меня тогда поражало величием вот этой
дружбы между народами, величием вот этого подвига одного народа, который должен был выжить, и другого народа, который должен был помочь им выжить. Это все для меня, понимаете, очень важные моменты, и я неоднократно говорила о том, что это два неразделимых народа. И то, что негодяи политики, не знаю даже, кто это конкретно, и кто вместе, и кто по отдельно, что и ингуши, и чеченцы, два этих замечательных, много претерпевших, но очень высоких горских народов будут помнить, кто они друг для друга, и позволят тем, кто играет сейчас на каких-то надуманных противоречиях, поссорить их. Олег Орлов очень подробно объяснил, в чем суть вот этого акта несправедливости. И я абсолютно поддерживаю в этом вопросе его позицию, позицию всех моих друзей, что вот этот отъем земель, где родовые башни, сторожевые башни, которые дороги каждому ингушу и сердцу народа, это было просто такое несправедливое действие, против которого не могли не выйти лучшие представители ингушского народа. И очень радостно, отрадно то, и об этом говорили свидетели в нашем уголовном деле, очень отрадно то, что вышли действительно громадные слои населения, практически до 100 тысяч, если не больше людей, вышли, чтобы мирным протестом, подчеркиваю, мирным протестом доказать несправедливость этого решения, его абсолютно произвольный и неправовой характер. И что сегодня мы видим? И мы видим сегодня на скамье подсудимых, ну, если мне будет позволено так сказать, просто лучших людей нации. Вы знаете, мы иногда обмениваемся с коллегами впечатлениями по поводу наших подзащитных. Это понятно, что они политические узники, узники совести. Это по-настоящему лучшие представители своего народа. Они претерпевают сегодня эту несправедливость с этим почти предрешенным приговором только потому, что власть не умеет признавать свои ошибки. Власть делает людей беззащитными, а себя абсолютно неответственной за деяния, которые она совершает. Но что мне очень импонирует в команде адвокатов, в которую я волей судьбы попала, знаете, это подвижники, это люди, которые каждый день живут этим делом, каждый день спорят, обсуждают, готовятся, читают, готовят наилучшую позицию, и они просто живут этим делом. И поэтому я верю, что они здесь, в России, на национальном уровне, в суде будут добиваться того, что некоторым кажется невозможным. Некоторые говорят, если это дело предрешено, зачем вам надо так бороться? Зачем вам надо выслушивать каждого свидетеля, допрашивать его? Вы бы слышали, как мои коллеги слово за слово разбивают показания тех свидетелей, которых кто-то считает свидетелями обвинения. Это они камня на камне не оставляют от этих доказательств. И у людей, вы знаете, у них просыпается совесть. Они начинают давать правдивые показания. Конечно, может быть, не все. Конечно, я допускаю, что кто-то придет в зал судебного заседания и будет настаивать на своей неправде. Особенно те, которых суд считает необходимым не рассекретить, которые защищены стеной, так сказать, непроницаемой, которым не надо смотреть в глаза людям, которые находятся за решеткой, в этом аквариуме, и их адвокатам. Есть, наверное, разные люди, но мне очень хочется верить, что ни у кого в этом деле не поднимется рука клеветать и оговаривать невиновных. Вы смотрите на этих людей, я любуюсь ими каждый раз, когда я попадаю в зал судебного заседания. Мы должны быть достойны тех людей, которых мы защищаем.
И у нас формально там по одному, по два, по три подзащитных, но мы их воспринимаем вкупе. Это замечательные люди. Это, наверное, те люди, которые должны были претерпеть за свою нацию, и они с таким достоинством и честью несут это бремя. И наша помощь им просто бывает необходима только для того, чтобы какие-то юридические вопросы. Вы знаете, Ахмед Барахоев, которого формально защищаю я, хотя все они мне очень дороги и близки, он никогда не говорит о своем состоянии здоровья, о своем возрасте, о тех лишениях, которые они претерпевают, находясь в следственном изоляторе. Рука поднимается у власти на таких людей. Это позор и низость власти. И вот мы, адвокаты, при всем том, что у нас иногда бывают разные позиции, мы должны сделать все, чтобы их отстоять. И не только рассчитывая на какие-то механизмы, которые находятся вне страны, это безусловно, этим мы уже занимаемся и будем заниматься. Но этих людей в суде мы будем защищать всерьез. И если это потребуется надолго, значит надолго. Потому что каждый должен прийти в суд и дать свои показания, а не спрятаться за листочки бумаги, которые они якобы поддерживают. Спасибо всем коллегам, которые работают в этом деле. Спасибо тем моим друзьям дорогим, которые пригласили меня в это дело. Я считаю это большой честью для меня. И я верю, что хотя власти предписали уже приговор, нам еще удастся немало сделать в этом деле. И помогайте всем, кто сейчас находится, кто сейчас не видит своих близких, у кого сейчас близкие в тюрьме. Помогайте всему народу ощущать свое единство перед этой жуткой несправедливостью. Извините за эмоциональность. Спасибо вам за ваше внимание. Боюсь, что я слишком долго говорила. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, самоотверженность и за вашу честность. Спасибо. В этом ролике мы, в числе прочих спикеров, видели члена программы, руководителя программы поддержки политзаключенных, члена Совета правозащитного сектора января Сергея Давидовича. Он сегодня здесь. Добро пожаловать. Изучат все обстоятельства уголовного дела сами, будут следить за всеми новостями и сделают свои собственные выводы. Именно для этого мы изучаем такого рода дела и стараемся вынести, насколько возможно, объективное заключение о том, какой характер имеет это преследование. Мы даже не говорим, справедливо говорилось о выдающихся достоинствах этих людей, но мы даже не говорим об этом. Мы говорим в первую очередь о том, что они стали жертвой незаконного, политически мотивированного преследования. Я вот в фильме как раз говорил о том, почему мы так считаем. Вкратце повторяюсь, и то, что рассказывал Олег Петрович, и то, что рассказывал Калоя Хильков, сильно упрощает мою задачу тоже. Речь идет о том, что им вменяют организацию насилия в отношении сотрудников полиции на основании того, что в результате нападения Росгвардии и полиции на мирное собрание, которое никаких поводов для этого не давало, никоим образом не мешало жизнедеятельности других людей, движению транспорта и чему-то еще. И такое нападение, силовой разгон мирной акции прямо противоречит Европейской конвенции в ее понимании Европейским судом, то есть это было заведомо незаконное действие, повлекло какие-то последствия, в том числе для сотрудников полиции. Каким образом это можно поставить в вину тем людям, которые находились там и были, вероятно, самыми влиятельными из собравшихся? Это же не они придумали разогнать этот митинг. То есть с самого начала эта конструкция порочна. Но она порочна еще и потому, что эти люди, которых меняют организацию насилия в отношении сотрудников полиции, они не призывали даже в этих условиях агрессии со стороны сотрудников полиции к тому, чтобы встречное насилие осуществлять. Наоборот, они призывали, как я говорил, да, это задокументировано, к тому, чтобы не вступать в силовое противодействие, не проливать кровь, не применять насилие, уйти. И фактически им вменяют
эти обвинения только на основании того, что им это не удалось в полной мере. И второе обвинение в создании троим, а остальным в участии в экстремистском сообществе, это обвинение в том, что люди собрались для обсуждения общественных вопросов и участия в общественной жизни своей республики, якобы заранее планируя вот это вот насилие в отношении полицейских. Вот за год они запланировали, что будет митинг, и тут они, значит, когда полицейские нападут, устроят насилие. Да? Ну это же абсурдная совершенно конструкция. А также иные призывы, связанные с участием в общественной жизни, к реализации конституционных прав жителей Ингушетии, на осуществление власти народа, на участие в управлении государством, на реализацию права на свободу собрания. Все это называется призывами к экстремистской деятельности, которые были запланированы этими людьми, когда они создавали или вступали в некое неоформленное сообщество, которое называется экстремистским, без всяких оснований. Это все явным образом противоречит и духу, и букве российского закона, международных обязательств России, а в то же время все это направлено на подавление, непосредственно связано с реализацией этими людьми и другими гражданами Ингушетии их конституционных прав, и кроме того политически мотивировано, очевидно. Мы видим, что хотя преследованию подверглись десятки людей, почти 50, большей части из них власти не решаются назначать суровые наказания, и это хорошо, потому что они боятся этим массовым жестоким наказанием добиться противоположного эффекта, еще большего возмущения населения. Поэтому они выделили тех людей, которые им кажутся ключевыми, которые им кажутся и на самом деле являются лидерами протеста, но мирного и правомерного протеста, лидерами общественной жизни Ингушетии, и их по совершенно нелепым обвинениям преследуют для того, чтобы подавить это самое общественное движение. И это очевидное проявление политического мотива. Все в совокупности дает нам основание говорить, что они политзаключенные, и, насколько мы можем, широко распространять эту информацию и в России, и за рубежом. Но, конечно, одних наших усилий недостаточно, и я тоже хотел присоединиться к высказанной благодарности Хаве Хазбиевым и ее товарищам по вот этой вот деятельности по привлечению общественного внимания. Это очень важная и нужная деятельность, и вот, только я наблюдаю за ней уже много месяцев. Спасибо вам. Спасибо большое. Магомед Абубакаров, адвокат Бараха Чамурзиева. Вам слово, очень коротко, минут на 5, если можно. Спасибо. Меня зовут Магомед Абубакаров. Я представляю интересы, в принципе, можно говорить, что мы все представляем всех подзащитных наших, всех подсудимых. Ну, де юре, я адвокат Бараха Чамурзиева. Говоря про уголовное дело, здесь об уголовном деле очень сложно говорить, потому что оно очень, указания получили сфабриковать данное уголовное дело, вот и его сфабриковали так, как смогли. Я согласен с коллегами, которые до меня выступали, что никаких доказательств, каких-либо хотя бы, даже косвенных, в этом деле нет. Это чудовищное обвинение, когда обвиняют людей в создании экстремистского сообщества, участие в нем, организация этого насилия. Хотя, по сути, какое насилие там имело место, абсолютно очевидно, что была провокация. Провокация со стороны властей именно с целью фабрикации данного уголовного дела. И наш судебный процесс это наглядно показывает. По сути, чем занимается это обвинение и что положено, так скажем, в основу этого обвинения, это сам факт, то, что люди собрались, то, что Барах Чамурзиев подал уведомление, то есть, по сути, участие, организация мирного митинга, оно сегодня, вот именно вот эти обстоятельства, этими обстоятельствами пытаются доказать организацию насилия. Здесь неоднократно, уже много приговоров Ставропольский, Железноводский, в данном случае Ставропольского края, суд вынес в отношении непосредственно тех лиц, которые так или иначе применили это насилие. Ни один из них не говорил о том, что их кто-то организовывал. Ни один из них не показывал на наших подзащитных.
Это при всем при том, что они также были спровоцированы. Я здесь напомню один момент, который у нас обвинители пытаются утаить. Уведомление Барахом Чемурзиевым подавалось на 3 дня. 26, 27, 28 марта. А в ответе правительства Республики Ингушетия указывается только 1 день. А насчет 27 и 28 числа вообще ни о чем не говорят. То есть они не сказали можно, не сказали почему нельзя. А это уже прямое нарушение того же федерального закона о публичных мероприятиях. Очевидно, что эти люди им мешали. Я имею в виду и Чемурзиева, и всех остальных, которые на сегодняшний день на скамье подсудимых находятся. Им нужно было их изолировать, они прямо прописывали это, что их нужно изолировать, потому что они имеют обширное влияние. Обширное влияние, ну, я не знаю, вот с этим обвинением, как можно деятельность наших подзащитных, ну, например, Барах Чемурзиев, он очень долгое время преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. Он в 17 году из-за своих родителей, у него отец инвалид, у него полная слепота, пожилые родители, они все на его иждивении, он приехал в 2017 году в Республику Ингушетия. У него у самого 3 детей, 2 малолетние, а сын, которому уже исполнилось 14 лет, он также является инвалидом. Этот человек всего лишь болел за свою республику и поднимал вопросы, боролся с коррупцией, очень много полезной деятельности было и у него, и у остальных. Но это все вот как-то скомпаковали, и вся вот это вот протестное движение, и только это протестное движение вменяется как организация насилия. Очевидно, что люди мешали, и вот таким постыдным образом они сегодня заключены под стражу. Сегодня у них цель была заключить их под стражу. И сегодня они оправдываются. И, конечно же, да, они хотят вынести обвинительный приговор по этому делу, так же, как составили обвинительное заключение. Единственное, на чем держится это обвинение, это показания засекреченных каких-то свидетелей, которые, 2-3 человека, можно по пальцам пересчитать, которые просто говорят, что они были там на митинге, и им кажется, они предположения, догадки у них, им кажется, что это насилие кто-то организовал. Это прямое противоречие нормам закона, хотя, я так понимаю, и это уголовное дело свидетельствует об этом. Здесь законом и не пахнет, и те, которые инициировали это уголовное преследование, они в первую очередь сами нарушают этот закон. Единственная возможность сегодня как-то повлиять на этот процесс – это общественное давление. Общественное давление в правовом поле. И они в любом случае собираются вынести обвинительный приговор. И это очевидно, потому что то, как у нас прокуроры сидят, и у нас каждый раз, по крайней мере, и аудиозаписи ведутся, и они освещаются. Наглядно видно, насколько обвинение само верит в то... Обвинение само не верит в то, что делает. Они, я не знаю, как сами себя высмеивают этим обвинением. Поэтому это, к сожалению, такие дела в России, вот и с подобными засекреченными свидетелями. С одной стороны, это вопиющий факт, когда сегодня реализация конституционных прав, свобода слова, свобода на мирное собрание, выражение своего мнения, сегодня у нас преподносится, это очевидно по этому обвинению, как преступление экстремистской направленности. Мы очень сильно надеемся, что все-таки как-то сможем достучаться, и чтобы справедливость восторжествовала, и все наши подзащитные были освобождены, чего очень власти сильно очень не хотят. Поэтому, я думаю, вместе с поддержкой всех людей, всей общественности, мы как-то сможем добиться справедливости. Я адвокат, защищаю
Ахмеда Барахоева. Что я могу сказать? Для меня большая честь работать в этом уголовном деле и представлять интересы сплоченного ингушского народа. На самом деле чувствуешь большое моральное давление в плане того, что настолько вот такое творится беззаконие, с которым я за свою 20-летнюю практику на самом деле никогда не встречался. И настолько беспредел вот этот, который сильно возмущает нас, каждого из защитников, и мы на судебных процессах на самом деле сдерживаем все свои эмоции. Для меня это тоже очередной, как и для каждого, наверное, из нас, большой опыт. Работает очень большая команда защитников. Причем я чувствую поддержку, что это не только те защитники, которые работают по данному уголовному делу в каждом судебном процессе, но и поддержка от разных инициативных групп, от правозащитников, других юристов. То есть работает на самом деле большая профессиональная команда. Идут постоянные обсуждения данного уголовного дела. На мой взгляд, здесь, наверное, не хватает какого-то общественного резонанса. Хотелось бы, чтобы об этом деле знали не только в Ингушетии, да, не только вот в Кавказских минеральных водах, где проходит это уголовное дело, а чтобы вся Россия, все люди, народ, чтобы далеко за пределами России знали, какое беззаконие творится здесь в 21 веке, когда, наверное, самые лучшие, я не хочу никого обидеть, но кого я непосредственно вижу повседневно, непосредственно в судах, когда эти судебные процессы проходят, это лучшие люди нации, которые стали на защиту своего народа, как это сделал и каждый уважающий себя ингуш, можно сказать, практически весь народ, за исключением некоторых, ну, я не знаю, не очень хороших, скажем, людей, да, пытается противостоять целой машине, вот этому произволу, этому беспределу. Я все это время, когда в начале января, после новогодних праздников вступил в это уголовное дело, начиная уже волею-неволею изучать историю народа, погружаться в какие-то исторические аспекты. И каждый раз что-то узнаю для себя новое. Я не понимаю, как могло такое случиться и почему такое происходит. Каждый из нас понимает, что рано или поздно правда все равно восторжествует. И если не людской наш суд, то суд Божий всегда найдет, кого наказать за все то, что происходит сейчас. Я ездил буквально несколько недель назад в Ингушетию, ездил в Магаз, сам своими глазами увидел, где это все происходило, потому что тяжело, не находясь там на месте, не зная, как в хронологическом порядке развивались события, читая только сухие, так сказать, материалы уголовного дела, разобраться во всей этой ситуации. Поэтому я привык все видеть своими глазами, походить ногами, так сказать, по этому месту. Но у меня мурашки, по большому счету, у меня мурашки были по коже, когда я это все видео, которые я смотрел, когда я разговариваю с людьми, когда я вижу очевидцев этих событий. Тяжело, на самом деле, морально очень тяжело работать, но мы все друг другу помогаем, определенная взаимовыручка идет. У нас достаточно сплоченная команда, люди, которые профессионалы с большой буквы, с большим опытом работы, с большой теоретической непосредственно подготовкой, которые знают законодательство от А и до Я. И когда по ту сторону у нас
сторона обвинения, которая к моему непониманию вообще недопонимает, наверное, в каком уголовном процессе они участвуют. Я не знаю, как это. Я боюсь просто кого-то обидеть или что-то неправильно сказать, чтобы меня как бы недопонимали, но все идет не так, как нам бы этого хотелось. Но мы дождемся того времени, когда мы уже сами сможем активно представлять интересы как сторона защиты по данному уголовному делу. И я уверен, что все те, кто находится в зале судебных процессов, и те, кто наблюдает за этим процессом извне, убедятся, даже те, кто, может быть, этого не знает, убедятся в том, что люди совершенно невиновны. Все те деяния, которые им квалифицируют, ну, максимум здесь можно в каких-то моментах увидеть, там, может быть, какие-то административные правонарушения, но уголовного состава ни одного из наших подзащитных нет. Я перед тем, как съездил в Ингушетию, был в следственном изоляторе в Пятигорске, навещал Ахмеда Барахоева. Жаль, конечно, что я познакомился с ним при таких условиях, но мы с ним очень искренне пообщались, он мне очень многое рассказал про ингушский народ, рассказал про историю своей семьи, рассказал про себя. Я до сих пор, на самом деле, под впечатлением и уверен в том, что каждый из нас, все те, кто причастен, все, кто находится в зале, все, кто находится за рамками этого судебного процесса, весь ингушский народ, все защитники, мы все вместе, взявшись за руки, так же, как это делали, когда происходили эти мирные митинги, мы сделаем все для того, чтобы правда все-таки восторжествовала. Весь тот правовой мусор, который имеется в материалах настоящего уголовного дела, его весь нужно опровергнуть и показать налицо, как это было на самом деле. То есть все вот эти юридически значимые факты, показать правду не только суду, а показать всем. Поэтому извиняюсь, что я так, может быть, не связано где-то что-то говорю, но я действительно переживаю вот за все, как вот только взялся за это дело, и по сегодняшний день я уже, можно сказать, я живу этим уголовным делом, вот, поэтому... Михаил Шевелев, журналист, писатель. Добрый день, спасибо за возможность сказать. Я скажу коротко, потому что выступили люди, которые с этим делом на этом этапе знакомы гораздо лучше, чем я. Когда я сейчас на это смотрел, раньше, когда читал эти материалы, я все время думал о том, что это какое-то повторение уже во многом пройденного. Того, что было 20 лет назад, того, что было 25 лет назад. По-другому, в других обстоятельствах, другие репрессии. А суть одна и та же. Все это наводит на мысль о том, что нет никаких решений, которые могут быть приняты в суде, которые могут быть приняты в органах власти, в Магасе, где-то на Северном Кавказе. Это все проблемы, которые решаются в Москве, которые созданы в Москве. И это общие проблемы и для Ингушетии, и для Екатеринбурга, и для Хабаровска, и для Москвы, и, в конце концов, для Минска. И глядя на сегодняшнюю ситуацию, понимаешь, что вот в этом году мы отмечаем 30-летие конца Советского Союза. Есть какие-нибудь процессы или факторы, которые привели к распаду Советского Союза, которые не действовали бы сейчас? По-моему, нет. И вот здесь для меня один важный момент. Мне кажется, что в 1991 году, когда это произошло, первыми на это отреагировали Чечня и Ингушетия. Так, как могли, так, как умели. Это было очень эмоционально и очень неподготовлено. Никто не ждал такого развития событий, но
все были не готовы, и они были не готовы, и мы были не готовы. Мне кажется, важно сейчас понимать некоторую перспективу на ближайшее время. Этот процесс будет идти, и приговоры будут вынесены, и за этих людей будут бороться. Но идет какое-то развитие политической ситуации общей, которая очень скоро придет к событиям гораздо более масштабным. Мне кажется, важно это понимать, и важно на этот раз быть более готовыми интеллектуально, политически, эмоционально. Вот учесть уроки 30-летней давности, которые закончились 2 чеченскими войнами, последствия которых мы еще до сих пор не то что не разобрали, но даже не осознали. Спасибо большое. Спасибо вам, На 3-4 минуты буквально будем рады вас услышать. О главном, случившемся от начала до конца, как участник этого процесса, а не сторонний наблюдатель. Я хочу напомнить, что все началось с того, что представители научного сообщества поехали в Горную Ингушетию в очередную экспедицию и увидели, что музеи федерального значения в горах Ингушетии бульдозер прокладывает дорогу. Естественно, они попросили объяснений у власти региональной. Их требования поддержала молодежь. Но вместо объяснений мы услышали оскорбления в адрес народа, вранье и последующее подписание антинародного соглашения. Я хочу напомнить тем, кто забыл, после возмущения молодежи в этом районе объявили контртеррористическую операцию и даже продемонстрировали якобы убитых там 3 боевиков. Именно после этого представители гражданского общества Ингушетии собрались для того, чтобы принять решение о проведении всегражданского форума в Ингушетии. Именно так началось все. Но действия власти повернули совсем в другую сторону. В самом начале они попытались спровоцировать беспорядки, перевести все происходящее в межнациональный конфликт или поставить федеральную повестку протестов. Мы этого не допустили. Главная причина именно возмущения гражданского общества Ингушетии заключалась в том, что мы не хотели допустить убийства молодежи. Нам продемонстрировали готовность применения силы. И у нас хорошая память. Мы помним о 1000 убитых и похищенных в Ингушетии людей за последние годы. Именно после этого мы сделали все, чтобы этот протест был мирный. И действительно, его возглавили люди, которые не безразличны к судьбе собственного народа. Это были самые эффективные и самые полезные обществу представители неправительственных организаций. Сегодня это дело не имеет никакой политической основы, тем более не идет речь ни о какой справедливости. Это банальная месть генералов, которые обижены на гражданское общество, на народ Ингушетии. Тем самым они хотят продемонстрировать и наказать гражданский протест в России, не только в Ингушетии, в России. Нас хотят заставить бояться. Нас хотят заставить бояться отстаивать свои национальные, народные интересы. Мы этого не должны допускать. Я хочу сказать всем собравшимся, всем, кто меня слышит, все, кто сегодня находится под арестом, кто уже прошел арест, они не отказались ни от одной своего требования, ни от одной идеи, ни от того, что не хотят допустить кровопролития гражданской войны в нашей республике и вообще в нашей стране. В реальности все они не сломлены и не могут быть сломленными. То, что от них хотели, никто не добился и не добьется. О том, что сегодня мы не можем выйти, это неправда, мы можем выйти. Но мы не хотим рисковать молодежью. Мы не хотим допустить гражданской войны в Ингушетии. Слишком дорого тот мир, что у нас есть, дался нам.
Именно поэтому было принято именно эти решения. И самый заинтересованный человек в этих беспорядках была региональная власть, которая не послушала мнения народа, которая попыталась сделать все, чтобы спровоцировать эти беспорядки. Беспорядков не было. На протяжении, это же не одна акция, на протяжении целого года прошло очень много мирных акций протестов. Ингушетия продемонстрировала, это единственный регион в России, где в протестах участвовало больше половины взрослого населения республики. И на сегодня мы тоже не сломлены. Несмотря на то, что люди арестованы, многие организации закрыты. Я хотел бы сказать, чтобы люди боролись за свои права мирными акциями. Да, мы знаем, что власть узурпирована, она захвачена. Произошел антиконституционный захват власти во всех регионах России. Но нам нельзя допустить кровопролития. А для тех, кто сомневается, я хочу закончить видеозаписью, которую нам продемонстрировали, где Юнусбек Евкуров в разговоре с одним из олигархов индусских сказал: для того, чтобы люди исполняли мое мнение, мои желания, я готов был убить 10 тысяч ингушей, но у меня нету таких ресурсов. И он жалел о том, что у него нет ресурсов. Я это говорил и раньше, и мои друзья и коллеги это говорили. Мы не допустим, чтобы убили 10 тысяч ингушей. И мы не допустим, чтобы интересы народа никто, добравшись до власти, не соблюдал. Мы сделаем все, чтобы интересы народа были представлены, чтобы никому не позволить оскорблять собственный народ и граждан нашей страны. Спасибо. У нас на связи Исмаил Нагиев, фигурант Ингушского дела, руководитель, создатель общественной организации «Выборы в Ингушетии». Журналист. Здравствуйте, ассаламу алейкум. В первую очередь я бы хотел поблагодарить, начиная всех, кто организовал причастие к организации этого мероприятия, и всех, кто еще примет участие в виде информационного сопровождения, кто поделится в соцсетях этим, потому что вы делаете большое дело все, потому что в нынешних условиях политических репрессий, кроме информационной, правозащитной, может, деятельности, мало способов как-то благотворно повлиять на судьбу многочисленных политзаключенных. Поэтому вам огромное спасибо. Я, наверное, не буду затягивать, не буду в общих красках освещать это дело. Думаю, вместо меня это специалисты уже осветили, юристы. Скажу, наверное, кратко вот по некоторым из фигурантов, по крайней мере, о своих ровесниках, вот молодых людях, Багаудине Хаутиеве, Исмаиле Нальгиеве, которые также находятся в рядах политзаключенных, обвиняются в экстремистском сообществе, создании. Дело в том, что меня всегда удивляет то обвинение, которое на них навешивают, оно создает такой, знаете, ореол неких радикалов, такого молодого крыла, видимо, ну, для этого их сюда включили. Но это никак не вписывается в образ этих людей, если взять даже минимальную биографию. Эти люди изначально вели свою деятельность всегда сугубо в правовых таких рамках, всегда выступали за изменения в таком конституционном юридическом поле. И если взять Багаудина Хаутиева, человек, который со студенческой скамьи выступал в различных там общественных начинаниях, он был и руководителем молодежного парламента, после создал, скажем, ассоциацию молодежи республики, и в каждой вот из этих там организаций всегда какие-то выступал с инициативами, которые должны были бы вовлекать молодежь в позитивные изменения в будущем, в государственную структуру, скажем, республики в будущем. Но, к сожалению, везде чинились препоны уже тогда. Исмаил Нальгиев, также соратник там, Багаудина по ассоциации молодежи, он, например, именно для себя в общественной сфере, наверное, больше избрал такую сферу, скажем, контроля, да, за прозрачностью выборов. Вот я знаю, что незадолго до начала этих протестных событий по республике у него уже были планы открыть своеобразный филиал
общероссийского движения «Голос», в рамках которого он подготавливал общественных наблюдателей на выборы текущие, предстоящие. Ну, в общем, занимался тем, что налаживал именно прозрачность. То есть это, к чему я это привел? К тому, что вот в свете даже вот этого краткого, да, дискурса, вернее, экскурса там, в их биографию этих ребят, ну, видно, что это абсолютный нонсенс предъявление каких-то радикальных обвинений в радикализме, в экстремизме. Да. В любом случае, еще хочется подчеркнуть, что несмотря на те репрессии, под которые они попали, они и остальные политзаключенные в своих вот словах, обращениях, которые они через юристов временами отправляют, видно, что эти люди абсолютно не опустили руки, они не там, преданы, скажем так, безразличию, да? Они наоборот призывают людей стоять на своем, потому что они уверены в своей правоте, уверены в верховенстве справедливости и права. И это важно сегодня понимать населению. Я вижу, что это понимает население. Потому что, несмотря на все эти репрессии, которые делает государство, люди понимают, что это делают не от уверенности. Власть видит, что она уже не может скрывать. Дальше припудривать нос вот этому политическому трупу, называемой вертикалью власти, не получается. Поэтому им приходится приступать уже к силовым мерам. Но как бы огорчительны не были вот эти моменты, как задержание различных активистов, все равно лично я это понимаю, вижу понимание у населения, что все-таки гражданское общество сейчас пока одерживает победу в этой неравной борьбе. Это как, знаете, проигрывать небольшие сражения, но все-таки в основном при этом противостоянии, своеобразной войне, народ пока берет верх. И я надеюсь, что эта ситуация продолжится, потому что с каждой этой репрессией эти власти, которые пытаются добиться равнодушия у населения, они наоборот добиваются того, что еще большему количеству людей в голову западает идея, что пора все-таки брать дело в свои руки, пора влиять, пора быть причастными к происходящим общественно-политическим событиям и в республике, и в стране. Поэтому я желаю всем политзаключенным скорейшего освобождения, силы и терпения их семьям, а нам всем, гражданам, неравнодушие в первую очередь. Спасибо большое. Очень хотелось бы, Алиса, дать слово старейшине Гагиеву Висангири. Пожалуйста. С первого дня митинга был активным участником всех этих митингов. Репрессии коснулись самым прямым образом его самого и его семьи. Тем не менее, по первому зову, вот в числе первых Висангири откликается всегда там, где нужно стоять за правое дело. Добрый день. Приветствую от общественной организации города Москвы всех присутствующих. И позвольте поблагодарить Хаву Хазбиеву. Она патриот, она цельный человек, целеустремленный, очень много делает в целом для Ингушетии в регионах Российской Федерации. И в частности, вот мы сегодня видим эту выставку, это мероприятие, которое очень важно для того, чтобы пробить вот вакуум информационный. В регионах России, особенно в Москве, я вам скажу, что мы здесь в Москве несколько попыток сделали для того, чтобы провести митинг. Нам это не удалось. Достаточно на высоком уровне были мои встречи. Единственное, что мы смогли сделать, это пикетирование здесь. Вот и все. Меня, конечно, сейчас не удивляет, хотя вот и правозащитники удивляются, и юристы удивляются, но сегодня навряд ли мы будем удивляться, что закон, вот как мы, как законопослушные граждане, да, он не действует. Для общества он действует, а для власти нет. И мы, тогда, когда мы принимали участие в этом мероприятии в Ингушетии, во всех этих митингах, вот и в тех мероприятиях, которые здесь мы только в момент говорим, мы тоже призывали к законным мерам против всякого
противозаконного действия даже. И думали, если мы вот таким образом будем проводить наши конституционные права, то, разумеется, мы будем в законодательном поле, и нас не коснутся эти репрессии. К сожалению, сегодня по последним делам в России вот это все развилось. Законность, правопорядок, как вот здесь правозащитник выступил, полный беспредел. Я впервые разговариваю с адвокатами, с известными, и с Калоем, и Блюкот был, и Гришниченко был, я со всеми вначале сотрудничал. Я впервые увидел, как факты формируются, фабрикуются и под статьи. Но расследование, как я понимал, это вот совершено преступление, и дальше расследуются предметы, факты, доказательства этого. А здесь прям формируется, фабрикуется под статью, ту, которую здесь уже озвучивали. Я не буду об этом говорить. Я хочу сказать про этих людей. Я соратник, мы вместе были в гуще событий, вместе были до самого утра вот этого митинга. Я не видел, не слышал ни от одного из тех, кто сейчас сидит, политические заключенные, чтобы кто-то из них сказал что-нибудь неправомерное. Я наоборот видел, как и Ахмед, пожилой человек, и Малсак Ужахов, я сам, мы стояли между этими правоохранителями и митингующими и пытались разрядить обстановку. И ничего не предвещало до того, как мы увидели сотрудников охранников Евкурова, подкупных там каких-то провокаторов, которые как раз таки никак не желали, чтобы это мероприятие прошло мирно, без последствий. Им это нужно было, потому что последний инцидент с законом о референдуме был целиком направлен на то, чтобы спровоцировать общество, потому что это было сделано нагло, демонстративно. Что касается наших политических заключенных, разумеется, они вышли, и вот передача этой земли, это был последний звоночек. А на самом деле в Ингушетии был классический кризис с ингушскими особенностями. Времени нет, поэтому не могу эти особенности рассказывать вам. Они очень интересны. Кроме того, что общее, что творилось, и что беззаконие, и что 2/3 основополагающих статей Конституции, законодательства республики были изменены под одного человека. Власть одному человеку. И последний я из тех, кто был на 2 встречах в Пятигорске у Мотовникова, и где были представители, высокие чиновники администрации президента. Они там сказали, что не ожидали такой реакции общества, потому что их власть наша в лице главы и других руководителей разных ветвей власти, их власть убедила, что все схвачено, коль весь остальной произвол беззакония прошло, так и это тоже мы можем передать, и никаких проблем не будет. Вот как региональная власть готовилась к этой провокации, и федеральная власть как якобы не знала об этом, и если бы знала, может быть, были бы другие поступки, другие дела и так далее, и так далее. Я прошу наше общество ингушское активизироваться, потому что постепенно люди уже начинают привыкать, хотя сегодня еще, позавчера еще одного взяли, активного, очень честного человека, так же, как все они были соратники мои. Я желаю нам всем не опускать руки, пытаться вплоть до Европы дойти и сделать все, чтобы правда восторжествовалась. Еще раз спасибо всем, и техническим работникам, и всем, кто принял участие в этом важном мероприятии. Алиса, извините, пожалуйста. Алиса Ахава, можно?
Просто вот Марьяна Кацарова хотела задать вопрос, она здесь. Здравствуйте, извините, что я опоздала на эту встречу, к сожалению, но я читаю, я знаю исходящего из Ингушетии. Я очень рада увидеть здесь моим давним коллегам и другом Муцольгов и Елена Веленская. С многими из вами мы работали, когда я 10 лет работала в Российской Федерации как представитель Международной амнистии и в 2 чеченских войнах. Для меня эта ситуация в Ингушетии исключительно тревожна. То, что меня завораживает, что вдруг как-то по большому счету все забыли о Кавказе, все забыли о зловещей войне, которая была в Чечне, а пострадала Ингушетия. Ингушетия давала помощь и поддержку чеченских правозащитников и людей, вообще, которые там страдали. Сама Ингушетия проходила через преследование правозащитников, и это не кончилось. Я вижу, как сейчас среди этой группы находится Зарифа Саутиева. Для меня исключительно как-то важно отметить то, что мне кажется, что ее сейчас подвели под этой уголовной ответственности как единственная женщина, а вы хорошо знаете, вы все знаете хорошо, Северный Кавказ не принято в Ингушетии чисто как-то в обществе, что женщины участвовали в таких протестах, не принято даже с точки зрения защиты своих женщин, и обычно выходят мужчины. То, что Зарифа и еще группа женщин вышли на этих протестов, это уже был огромный поступок, потому что то, что случилось с отдачей земли в тайником Ингушетии и Чечне, какие-то там внутренние подарки по политическим, по коррупционным причинам, это, конечно, волнует всех. И сама Зарифа из этого Сунжинского района, которую как-то передали, да, подарили. И то, что ее подвели под уголовную ответственность, человек, который не просто участвовала в демонстрациях, она была гуманитарным человеком, правозащитником, который сколько лет уже работает, сохранять память о тех зловещих событиях сталинского террора против ингушского и чеченского народов, о депортации ингушей. И она была заместительницей до ее 2 увольнениях этого музея. Как с ней относятся сейчас в тюрьме и вообще, почему она находится в этом деле, это совершенно для меня показательно, что кто-то хочет на самом деле показать, что устрашить других женщин, устрашить других правозащитниц. И я очень дружила и с Аней Политковской. После того, как ее убили, я начала премию, многие из вас, может быть, знают, на ее имени для женщин-правозащитниц, журналисток из разных регионов мира, не только из Российской Федерации, которые, как она, смело говорят, смело выступают в защиту гражданских лиц, вооруженных конфликтов, в ситуациях насилия. Я очень дружила с Наташей Естемировой, которую убили в Чечне из-за того, что она смело выступала. Я просто боюсь для Зарифы. Конечно, я боюсь за всех политзаключенных, которые сейчас находятся по этому делу, но меня завораживает просто отношение властей. Это показательный протест Зарифой как единственная женщина, чтобы женщины замолчали, что женщины пошли на кухню и занимались своими женскими делами, да, чтобы не были другие Наталья Естемирова, не были другие Ани Политковские, не были другие гражданские голоса женщин рядом с своими братьями, своими отцами, своими друзьями и коллегами, мужчинами в этом регионе. И я хотела спросить, жаль, что Карина не здесь, но я очень рада, что Карина Москаленко подключилась в этом деле. У нее
много лет опыта по всей России с этими политическими делами, политические репрессии, уже не говоря, что она вела и после убийства Ани, и это дело в Европейским судом. Так что я хотела спросить, что было сделано для всей группы, чисто юридически, были ли использованы, и тоже для Зарифа конкретно, были ли использованы все механизмы Организации Объединенных Наций, комитеты, были ли использованы их, чтобы обратиться к ним по этим делам. Конечно, ждем результата этих судов, которые сейчас, судебное производство, которое проводится. И, конечно, я верю, что здесь есть и другие адвокаты, защитники. Вы готовитесь уже к Европейскому суду. Я надеюсь, что так и будет, потому что мне почему-то не верится по развитию этих дел и этих судов, что справедливость будет найдена там на этом региональном уровне, даже не в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, да, что тоже было сделано, мне кажется, чтобы просто, когда они перед глазах, все могут забыть, да. 12 часов на машине для родственников Зарифа и для других родственников, чтобы они успели посетить своих родственников в тюрьме. А в случае Зарифа я знаю, что родственникам не дают свидания с ней. Так что после столько попытков они даже не успели ее увидеть по-настоящему. Привет, Марианна и коллега. Про Зарифу что я могу сказать? Мемориал, юристы мемориала направили уже жалобу в Европейский суд уже довольно давно на неправомерное лишение свободы Зарифу и на жестокое с ней обращение. Ну, конечно, готовятся, я думаю, всеми адвокатами будут готовиться, в том числе и нашими, от мемориала Зарифу защищают 2 адвоката. Будет, естественно, по статье 6, наверное, посмотрим, как удастся или нет, тоже жалоба Европейский суд. Ну вот так, на твой вопрос частично отвечаю. Я хотела поблагодарить Олегу, я не узнала его в зале. Олег, спасибо большое, что мемориал единственная, мне кажется, организация Российской Федерации правозащитная, которая продолжает интересоваться Кавказом, в том числе это дело. Я прочитала то, что вы делаете и по Зарифу, и по все политзаключенные. Спасибо, что у вас есть, и продолжаете это дело. И если мы как-то извне Российской Федерации что-то можем сделать, мы обсудим тогда, чтобы поддержать вашу работу.